Еще несколько недель назад это был обычный пустырь, заросший бурьяном, а сегодня здесь задействована строительная техника, которая разрыла котлован под будущее основание больницы. От качества и точности выполнения строительных работ на этом этапе, объясняют специалисты, зависит надежность возводимой конструкции и безопасность ее последующей эксплуатации. Сейчас, по словам рабочих, им предстоит обустроить подушку под основание. Котлован бы. Вот 2 дня назад мы его закончили. Доход был отсюда в положении сабах бы топоры, бы, а что пойдем бац. Вот вопрос решить есть. Мы через топора, хабабеж бы срочно подушка хабибеж бы, чтобы дальше продолжить работу. Медицинские услуги в новом комплексе с больницей и поликлиникой смогут получать до 100 человек в день, а стационар будет рассчитан уже на 30 койко-мест. Корпус нашего здания, больницы, КПП, ОЗ, пожарный резервуар, навес, ОЗ стоянка, наружная стоянка автомашины, метик. Дальше здесь фолцал, это зеленая зона ОЗ. Деревья, все это будет у нас. Здесь проходить даже дороги вокруг. Избежать брака, недоделок или расхода материалов, обеспечить соответствие строящегося объекта действующим нормативным требованиям и проектной документации. Призван технический надзор. Мы являемся техническими заказчиками этого объекта. Короче, мы контракт заключили 20 сентября вот этого года. Строительство началось примерно, начали работать 24 числа. Жители Аль-Юрта новость о строительстве больницы восприняли с большим энтузиазмом. Сейчас, чтобы получить услуги узких специалистов, им приходится ездить в Назрань. صوت دير حنالش تهنا حيولش بلنش حي لا دين أحسك خليش يولش بيش الحيز أخشوه يشو فرغتو يخ شاغلق دير يا حرير لاحتدو سوني الحفظ شاسون يخ مول شا داق صوت دقر أمبلاتوري أوستي حيلات إز سازمي تشوالا حشوالا ما أختوه إشت دوليني يستمر قطع استثنار قطع أزمتيات سازمك إزي هذه بلنتي يا آخر هذه دكشي إزدادر حديكشي ولاير وز دقة بوجبنا زابدنا часть سرخخي через اليورت أخدعته إكشيورت أغزيخية سرخخي أغزيخية اليورت شادكشي ولاير. Откроется новая больница Назрановского района уже в ноябре следующего года, согласно проекту. Тамара Хашагульгова, Мухаммад Яндиев, Магаз 24.